Доброе утро, дорогая республика! 7:00 и, как всегда, наша программа «Утро Якутии» приветствует всех наших любимых телезрителей. Сегодня понедельник, и предлагаем вам ближайший час провести его вместе с нами. Самые интересные новости, замечательные гости, ну и, конечно, наши любимые рубрики. Сегодня все это будет в прямом эфире. Еще раз доброе утро. Сегодня с вами это утро встречаю я, Дарья Анкехова. Ну что, как всегда, по нашей старой доброй традиции, конечно же, прямо сейчас мы должны узнать, какая же погода у нас сегодня за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 24 градуса. В заречной группе 16-24 ниже 0. В южных 9-11. В Вилюйской группе 11-17. В Нижнеленских 19-23 со знаком минус, в западных до минус 14. В Колыман-Дигирской группе Лусов 3-13, в Янских до минус 8. На северо-западе 7-19. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 18 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 9 градусов. Ну а сейчас давайте обсудим такие самые яркие события, которые произошли за эти выходные. Ну, конечно, главным украшением этих выходных был праздник Всероссийский день Отца и Республиканский день Матери. Поэтому мы от всей души еще раз хотим поздравить всех мамочек с этим праздником, ну и, конечно же, всех папочек. А тем временем сейчас мы хотели бы показать вам такой тренд, который стал популярным в эти дни. Вы сейчас видите на экране интересные кадры того, как ребята пытались повторить некие функции, которые делают отцы. Это такой очень популярный тренд сейчас, и в принципе справились очень даже хорошо. Ну, например, они завязывали галстук, работали шуруповертом, пытались погладить рубашку. И все это они делали лишь для того, чтобы удивить и поздравить своих любимых родителей. Еще одним из ярких событий этих выходных стал, конечно же, у нас прошел республиканский чемпионат. И, поздравляем Виктора Рассадина, он выиграл турнир имени Коркина, а также Лев Павлов дебютировал и тоже выиграл. Это отличные такие новости в мире спорта. А еще у нас Карина Ефимова стала чемпионкой страны по дзюдо. А Дамдин Гамбадорш, конечно же, как всегда, свою воспитанницу очень ярко поздравил в социальной сети. Ну а еще отличная новость у нас для жителей Жатая. Автобусы маршрута Якутск-Жатай перейдут на прежнее расписание. Так что сегодняшнего дня будет работать все, как работало раньше. Ну и вот такие замечательные новости. Я думаю, есть что обсудить со своими близкими. Ну а мы движемся далее. Всем еще раз доброго утра. Возможно, кто-то уже бодр и активен, а кто-то еще не может встать с кровати, постоянно отключая свой будильник. Оказывается, чтобы чувствовать бодрость на протяжении всего дня, нужно верно выбрать звук будильника. Еще Пифагор выдвинул предположение о том, что мелодии оказывают различное воздействие на мозг, и ряд из них эффективнее справляются с сонливостью. Так и есть. Эксперты предлагают следующие рекомендации. Во-первых, нужно ставить песню, которую можно будет напеть. Во-вторых, частота колебаний должна быть 500 Гц. Желательно, чтобы ритм мелодии составлял 100-120 ударов в минуту. Также необходимо отметить, что чем моложе человек, тем громче должен быть сигнал. Соблюдение этих правил позволит просыпаться легко и с удовольствием. Вот замечательные советы возьмите на заметку, как сказали опытные люди, о том, что те звуки, которые у нас есть в гаджетах, к которым мы привыкаем, действительно не всегда помогают нам проснуться. Поэтому лучше скачайте любимую мелодию, поставьте, ну и лучше, чтобы мы еще могли ее напеть. Ну и мы сейчас готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро. Расскажем об актуальных событиях к этому часу. Программа долгосрочных сбережений стартовала в России.
Ею могут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Это сберегательный продукт, который позволит получить гражданам дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на любые цели. Участие в программе добровольные, операторы программы – негосударственные пенсионные фонды. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель. Летом туристический поток в России достиг 35 миллионов поездок. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. С мая по август турпоток увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Лидеры по посещаемости по-прежнему Краснодарский край и Москва. Они приняли более 3 миллионов человек каждый. Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% до 2,5 миллионов гостей. Крым принял 1 миллион туристов. Интерес граждан к путешествиям по стране растет. И летний сезон традиционно самый популярный для поездок. А мы считаем, с мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году. А в этом июле у нас впервые за все время число туристов достигло 10 миллионов. И, кстати, этот рекорд мы в августе тоже повторили. Но что радует, мы ожидаем, что по итогам года количество турпоездок превысит 90 миллионов. Это при том, что мы в 2023 году уже вам докладывали, что превысили допандемийный уровень на 10%. То есть темпы продолжают каждый год сохраняться. В связи с низкими температурами в ночное время и густым шугоходом на реке Вилюй закрылись переправы. Об этом сообщает Оперштаб Республики. На реке Лени уже закрыта переправа Кангаласы-Сотинцы, Качекацы-Моксоголох. Якутск-Нижний Бестях планирует завершить движение в период с 21 по 24 октября. Нюрба-Кюндяда в Нюрбинском районе, а также переправы на территории Верхневилюйского и Сунтарского районов завершили работу. На реке Алдан, Мегина-Алдан, Кескил закроются в ближайшие дни. Также пассажирские перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях выполняются с теплоходом «Виктор Рукавишников». По осеннему графику из Нижнего Бестяха 9:00, 10:45, 14:30, 16:00. Из Якутска место отправления речной порт, третий причал, улица Новопортовской, квартал 1, корпус 3. Место отправления из Нижнего Бестяха, улица Пристанская, 33А. Речной вокзал, зал ожидания железной дороги Якутии. Стоимость проезда 500 рублей для детей до 5 лет проезд бесплатный, от 5 до 12 лет 250 рублей. Отопительный сезон в Якутии начинается в среднем во второй половине сентября, либо в начале октября. Действительно, в холодное время года без дополнительного обогрева наши жилища становятся некомфортными. И любые проблемы с отоплением воспринимаются очень остро, тем более у нас в республике. Куда же жаловаться, если у вас слишком холодно? И что делать, если в доме до сих пор нет комфорта, подскажет наш юрист. Здравствуйте. За окном зима постепенно вступает в свои законные права, и холода не за горами. Очень часто в зимнее время температура воздуха в жилых помещениях не соответствует гигиеническим нормам. Если в вашей квартире нарушается температурный режим, то исполнитель, а именно управляющая компания или товарищество собственников жилья, обязаны принять необходимые меры и довести температуру воздуха до нормы. Согласно постановлению правительства России за номером 354, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 20 градусов по Цельсию. В угловых комнатах не ниже плюс 22 градусов. А температура воздуха в ванной комнате должна быть плюс 24-26 градусов Цельсия. Но что же нужно делать, если у вас в квартире холодно? Для начала нужно обратиться в организацию, которая обслуживает ваш дом. Это либо управляющая организация или ТСЖ. Письменная претензия подается в 2 экземплярах, один из которых вручается управляющей компанией, а на другом ставится отметка о принятии. Позаботьтесь, чтобы на отметке стоял штамп организации, а также дата и время приема. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении. Если вам предлагают подать жалобу по телефону, то необходимо выяснить, под каким номером в журнале учета зарегистрировано обращение и кто принял ваш звонок. В случае необходимости это поможет вам доказать факт и время обращения. В претензии также необходимо указать, что температура в квартире ниже нормативной.
в связи с чем требуете провести замеры температуры воздуха в квартире. К вам в квартиру должен прийти представитель управляющей компании и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. Если между вами и управляющей компанией возникли разногласия по поводу качества услуг, то проверка проводится повторно с участием представителя жилищной инспекции. Кроме того, вы сами можете пригласить независимого специалиста. По итогам проверки составляется акт, который подписываете вы и представители комиссии. Если на ваше письмо управляющая компания не отвечает или отвечает отпиской и не принимает каких-либо мер по устранению вашей проблемы, то следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. Указанные надзорные органы проведут соответствующую проверку и в случае обнаружения каких-либо нарушений со стороны управляющей компании внесут предписание, а прокуратура представление об устранении выявленного нарушения. Следует также отметить, что если вы понесли убытки, к примеру, если в холода вы пользовались обогревательными приборами и счет за электроэнергию существенно превышает обычные суммы, то вы вправе обратиться в суд с требованием о возмещении понесенных убытков. Также можно потребовать и компенсацию морального вреда. На этом у меня пока все. Дарите друг другу тепло и берегите себя. До свидания. Сегодня 21 октября. В мире существует огромное количество праздников. А так, например, есть даже порой очень интересные. Их очень много, и так часто получается, что один день приходится вот сразу несколько праздников. Среди них есть профессиональные торжества, памятные даты. Часть праздникам посвящена каким-либо приборам, вещам или даже кулинарным блюдам. Однако очень часто человеку хочется придумать какое-нибудь торжество самостоятельно. Для этого существует День вымышленного праздника, который отмечается сегодня. Какими еще датами и событиями запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 21 октября – Всемирный день профилактики йододефицита. По народному календарю в этот день отмечается память двух святых – Трифона Вятского и Пелагеи Антиохийской. На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. С Трифона, Пелагеей все холоднее, говорили люди. Также в этот день по обыкновению начинали готовить новые поля, рубили и выжигали лес. Этот день в истории. 1520 год. Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым. 1805 произошло Трафальгарское сражение. 1997 учреждена литературная премия Александра Солженицына. В этот день родились Сэмюэл Колеридж, английский поэт-романтик, критик и философ. Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии. Евгений Шварц, советский писатель и драматург. Михаил Шура-Бура, советский и российский ученый, патриарх отечественного программирования. Аэлита Амосова, кандидат технических наук, старшая дочь Максима Кировича Амосова. Никита Михалков, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон. С 26 августа по 12 сентября этого года прошел стартовый региональный этап всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков команды первых. На участие отправили заявки 439 студентов. По итогам заочного этапа были приглашены 8 команд из 4 муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия. И сегодня у нас в гостях капитан команды первых Нюрнгринского медицинского колледжа Алина Чиркова и руководитель проекта «Команда первых», специалист регионального отделения движения первых Республики Саха-Якутия Аял Петров. Здравствуйте, ребята. С добрым утром. Доброе утро. Расскажите, Аял, наверное, вам вопрос. Что за интересный проект такой и вообще насколько масштабным он был? Ну, как говорит само имя проекта, это проект нацелен на содействие развитию социальных навыков у студентов профессионально-образовательных учреждений. Вообще,
Мы хотим вот выявить талантливых студентов и помочь им реализоваться. Да. И по масштабу в этом году, к сожалению, вот мы ожидали побольше студентов, но получилось из-за сложности регистрации, вот слишком мало команд в этом году участвует. Но мы не унываем, зато проведем региональный этап на высшем уровне, чтобы в следующем году у нас также были участники уже больше команд. Следующий вопрос Алине. Как вы давно вообще попали в движение первых и насколько сложным являются конкурсные задания для студентов? Наше вот первичное отделение было создано, получается, в феврале прошлого года, и мы, вот участники команды первых, стали ее первыми вот участниками. В целом все это достаточно интересно, нам очень нравится в этом участвовать и так далее. А сложно ли совмещать вот такую активную гражданскую свою позицию, да, какие-то проекты и в то же время учебу? Ну, это достаточно интересно, успевать и там, но пока получается. Пока получается. Если говорить про конкурсные задания, вот что запомнилось вам больше всего? Наверное, именно когда мы были в финале и строили будку. Лодку строили? Будку. А будку? Да, для бездомных животных. То есть и такое задание было? Да. Вот я дополню, Алина, она финалист всероссийского этапа прошлого года. То есть она участвует не первый год, а она уже второй раз участвует, она уже с опытом. Да, хорошо. Так, а сколько команд вообще приехало в столицу, да, откуда они и какие этапы будут проходить? Да, в этом году у нас было заявлено 8 команд, но, к сожалению, вот из-за проблем логистики приехало 7 команд. Это с города Якутска 2 команды участвует, с Мирного 1, и с Нерюнгри 2 команды, и с городского округа Жатай 2 команды. Этапы у нас будут следующие. 15 октября у нас прошел заочный этап защита социального дела, вот, который они в рамках заочного этапа совершали. Они его защитили. Вот с сегодняшнего дня они, в тот же день, 15 октября, они получили задание от нашего регионального отделения, какое социально значимое дело им совершить сегодня. И вот в течение недели они готовились, и они будут сегодня ее реализовывать. И завтра они будут защищать перед экспертами, как они ее реализовывали. То есть конкурс продолжается? Да, сегодня, считай, уже только-только начинается только самое интересное. Вот. Самое интересное. Вот об этом интересно поговорим с Алиной. Какие у вас вообще ожидания от участия в подобном проекте? Ну, я думаю, что будет очень интересно узнать снова что-то новое, чему-то научиться и узнать, и, так сказать, познакомиться с новыми другими ребятами и получить эмоции. Ну вот задания вам задают определенного рода, да? То есть их надо выполнить в определенный срок. Да. И, значит, оценивается-то какие навыки? Вот у нас же проект называется «По практическому освоению социальных навыков». Да. Ну вот, допустим, на примере вашего задания, когда вы сделали будку. Вот какие социальные навыки можно там рассмотреть? Ну, в прошлом году было 5 компетенций, а в этом году у нас 3 компетенции. Это работа в команде, эмоциональный интеллект и... Коммуникабельность. Коммуникабельность. То есть ребят оцениваете вы как в личном первенстве или вот именно как команду? Нет, оцениваем как команду. Вот, например, сегодня социальное значимое дело, которое они будут реализовывать, там сегодня наши эксперты оценивают именно только процесс, а не результат. Как они с друг другом взаимодействуют, как они подходят к другим людям, как с ними коммуницируют, замечают ли они выражение эмоций своих слушателей. Вот так даже, Вот да? так, да. Алина, а вот в команде у вас есть явный лидер, и все работают под его командой, да? Либо у вас нет такого? Вы же как-то все равно себя настраиваете, разделяете какие-то полномочия или нет? Или каждый индивидуален? Ну, я бы так сказала, что нет прям одного лидера. Ну, мы как бы стараемся прислушиваться к мнению многих ребят в команде,
чтобы это было принято решение именно командно, и у нас не было каких-то недопониманий и так далее. Мгм. Аяла, какие еще проекты существуют для студентов в движении первых? В движении первых для студентов у нас очень много проектов. До конца года у нас осталось еще больше 30 проектов в общем. Вообще, в общем, мы охватываем от 6 до 25 лет. А именно для студентов у нас есть такие проекты, как семейная команда, семейные традиции, родные, любимые. То есть, получается, мы охватываем не только школьников и студентов, мы можем охватить и всю семью В целом, да? в целом, да. То есть попасть в движение первых, это значит вести очень активную Да. жизнь, да, то есть не соскучишься. Конкурсы найдутся сами, да, в Да, календарном да. плане. Хорошо, но а вообще, если сейчас нас смотрят телезрители и думают, вот я тоже хочу попасть в эту большую команду, в команду первых, Мгм. вот как можно принять участие? Именно в команду первых? Ну, или в уже, движении первых? давайте в движение сразу уже, чтобы полноценно стать членом большой команды. Ну, тут достаточно просто, просто ввести в интернете движение первых, там первое появившееся окошко, сайт будет называться будьдвижение.рф, туда зарегистрироваться, ввести данные и все. В любые активности можете поучаствовать. Присоединяйтесь, да? Да, присоединяйтесь, будьте с нами, будьте с первыми. Спасибо большое. Ребят, ну программа у нас Ага. утренняя, да? И хотелось бы задать, а как вы просыпаетесь? Вот вы в жизни-то очень бодрые, активные, значит, тут у вас студенты, здесь организаторы, да? А с утра как просыпаетесь? Ну, не знаю, как сказать. Ну. Я всегда просыпаюсь в одно и то же время, всегда прихожу на работу вовремя. Просто будильник зазвонил, встал и пошел, да? Да, Ну, да. уже. Алина, у вас как? Примерно, кстати, так же. Будильник позвонил, я встаю, ну, либо иногда бывает даже, что будет мама там и так далее. Ну, бывает по-разному. А есть ли какой-то утренний ритуал, который вот вы делаете постоянно? Ну, допустим, кто-то обязательно, кому-то нужна чашечку кофе, кому-то нужен кусочек шоколада. У вас как? Есть что-то такое? Чашечку кофе. и Чашечку только. кофе, говорит И Алина. только, да. Мне, наверное, будет умыться холодненькой водой, чтобы стать бодрой и улыбнуться в зеркало. Вот, спасибо, ребята, но взбодриться по утрам помогает не только душ и чашечка кофе, но и физическая активность. Сегодня нашу зарядку проведут юные гимнастки. Встаем, просыпаемся и повторяем. Доброе утро, меня зовут Виталина, а это воспитанница клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы сделаем утреннюю зарядку на полу, партерную. Начинаем. Ноги вытягиваем вперед и работаем стопами на себя, затянули. И раз, два, три, спинка ровная, 4, 5, 6, 7, 8, поочередно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Ножки у нас на ширине плеч. Делаем вращение стопами. И раз, два, три, 4, 5. Колени прямые стараемся держать. 6, 7, 8. В другую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги затянули, можно чуть-чуть пошире открыть ножки и тянемся вперед, делаем растяжку. И раз, два, три, 4, на другую ножку, 5, 6, 7, 8. И еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закончили. Ноги собираем. Руки наверх, делаем наклоны вперед в складочку. И раз. Стараемся делать ровной спинкой. 2, 3. Руки прямые. 4, 5, 6, 7 и 8. Легли. Тянем складочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Левую коленку согнули назад. Правая ножка у нас прямая. И растягиваемся вперед. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Другую ногу. Согнули правую коленку, левая прямая. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Далее мы садимся в бабочку. Наше следующее упражнение. Руками давим коленки вниз. И 1. Осанка ровная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И держим. 1, 2. Посильнее давим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша зарядка закончилась. Спасибо, что сделали ее с нами. И всем удачного дня! На очереди еще одна рубрика, в которой принимают участие дети. Устами младенца глаголит истина, и в этом мы уверены. Но иногда та самая истина бывает порой смешной или даже невероятной. Ты где живешь? Это секрет. Правильно, чужим людям нельзя договорить. Угу. А в каком городе ты живешь? В Якутске. А ты знаешь каких-нибудь известных личностей якутских? Вообще нет? Нет. А если подумать? Инструменты некоторые знаю. Инструменты якутские знаешь? Ага, ну-ка скажи-ка, какие давай. Вот. Хомус. Хомус, ага, еще. Балалайка. Балалайка, хорошо. Это точно якутская? Угу. А каких известных личностей ты знаешь города Якутска, республики, например, нашей? Я знаю свою маму. Маму знаешь. Маму как зовут? Яна. Яна. Угу. Мама — это известная личность. Потому что моя мама работает с президентом. Мама твоя работает с президентом? Путиным Владимиром Владимировичем? Да. Да? Угу. А президента знаешь нашего? Да. Как зовут его? Владимир Владимирович Путин. Хорошо. У меня отчество Владимирович. Но фамилия не Путин. Угу. И имя не Владимир. Угу. Да? Я была у нее на работе, только никогда не видела его. Не видела? А ты знаешь, как он выглядит? Как? Я тебя спрашиваю, как он выглядит? Не знаю. Президент, ты знаешь, главу нашего города, республики, точнее, знаешь? Ага. Как зовут его? Ну, Айсен вот этот. Айсен зовут. Он друг твой? Нет. Нет. А почему просто Айсен? Ну, Айсен Михайлович, отчество я забыл. Михайлович — это фамилия. Ага. Не улыбнуться после этого сюжета невозможно. Как забавно, порой дети рассуждают и произносят трудные слова. Детское неправильное произношение иногда звучит очень мило, и нередко мамам и папам хочется повторять за ребенком. Ведь это так обаятельно и весело. Чего не скажешь о взрослом человеке. Грамотная и правильная речь – это ваша визитная карточка. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами встречаемся в утреннее время. И я не удивлюсь, если кто-то слушает наши беседы о правильностях и неправильностях русского языка за чашечкой крепкого или не очень крепкого кофе, а может быть и чаем. Но сегодня мы с вами поговорим не о роде несклоняемого существительного кофе, а о том, что с этим кофе или чаем можно съесть. Я думаю, что среди вас найдутся те, кто любит такое блюдо, как самса. Это блюдо, похожее на пирожок с начинкой, в отличие от неизменяемого существительного кофе, имеет все формы падежа, а еще и формы множественного числа, тоже во всех падежных формах. Но, казалось бы, такое хорошо усвоенное русским языком слово тоже имеет свои трудности. А эти трудности проявляются тогда, когда мы начинаем употреблять слово «самса» с числительными. Например, «дайте мне 2 самсы», 3 самсы, 4 самсы. Ну, тут все понятно. А вот если 5, то как будет? Дайте мне 5 самсов или 5 самсушек? Конечно же нет.
Правильно говорить: дайте мне 5 штук самсы. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Язык отражает нашу жизнь. Это набор инструментов, с помощью которых мы осмысливаем реальность и сохраняем знания о ней. Но реальность меняется, и вместе с ней меняется язык. Когда-то привычные обыденные слова утрачиваются по разным причинам. Когда из нашей жизни пропадает какое-то явление или предмет, вместе с ним постепенно забывается и слово, которое этот предмет обозначало. В нашей следующей рубрике мы не только вспомним значение давно забытого слова, но и увидим его воочию. Добро пожаловать в Первый музей Якутии. И сегодня я, Кушаров Савелий, сотрудник Якутского музея, расскажу вам про один из самых уникальных экспонатов. Расскажу про первое оружие, которое пришло к нам на территории Якутии. Фитильное оружие 17 века. Это первое массовое оружие среди многих войск. Одним из первых оно появилось у испанцев в XVI веке, а уже в XVII веке, в начале XVII века, это оружие оказалось и в Якутии. С высоты современного человека такое оружие выглядит сейчас уже не очень эффективно, но для своего времени это было уникальное оружие, которое имело довольно-таки большой потенциал. К сожалению, за 400 лет ни одного оригинала не сохранилось. В данном случае это реконструкция, точная копия. Такие оружия весят от 5 до 10 килограмм, очень тяжелые, поэтому для удобства охотники использовали сошки. Само оружие калибра обычно имеет 20 миллиметров. Фитильное оружие, когда ветер, когда дождь, не очень эффективно, но для своего времени это одно из первых таких массовых оружий. Что касается самого калибра. Калибр 20 мм подразумевает, что для всех животных, для всех целей используют только один калибр. У этого есть много преимуществ, как и недостатков, но в данном случае это имеет скорее больше плюсов. Что касается оружия. Каждый человек, который учился стрелять с такого оружия, должен был научиться его заряжать. И для этого использовали специальные рисунки, благодаря которым многие казаки, служилые люди, могли обучаться стрелять, перезаряжать это оружие без особых проблем. Это рисунки. Многие из них не умели читать, либо читали плохо, поэтому специально делали рисунки, они их видели и могли воссоздать уже на поле боя, так сказать. Да. Есть много упоминаний о том, что такие оружия имели, точность у них не самая хорошая, но суть такого оружия не в точности, а в кучности, поэтому в данном случае стреляют в большом количестве. Не всегда наш словарный запас пополняется лишь от общения с людьми, либо от той или иной прочитанной книги. Иногда окружающий мир и его развитие диктуют свои условия. Так, например, все чаще в новостях можно услышать о новом увлечении детей и подростков – квадробинге. Кто такие квадроберы, как и почему они появились в России, и стоит ли их бояться, выясняла Туяра Филиппова. Как явление, квадробинг появился в Японии. Субкультура, где ее участники передвигаются на четвереньках, имитируя животных, стала модной и распространилась по всему миру, в том числе и в России. Дети и подростки копируют это в первую очередь для того, чтобы быть в тренде и быть в центре внимания, считают психологи. Они не только прыгают как животные, но рычат, мяукают, лают, даже принимают пищу, как они. Это и настораживает представителей общественности, которые высказываются против того, чтобы дети и подростки уподоблялись животным. Между тем, некоторые видят в новой субкультуре и положительные стороны. Физическая активность, которой не хватает современным детям, развитие эмпатии, сопереживания к животным, формирование уверенности в себе через публичные действия, развитие воображения. Знают ли якутяне о квадробинге? Вы знаете, кто такие квадроберы? Да, Так, дети, которые переодеваются в животных и прыгают по улице. Ага, ну как вы к ним относитесь и вообще насколько это, Нейтрально. это опасно? Нейтрально, но может быть опасно, мало ли укусит. Не приветствую абсолютно, Почему? не понимаю. Что-нибудь вы слышали о квадроберах? Нет. Есть которые прям бешеные. Да, а есть, которые просто занимаются своими делами. Вы сами как к ним относитесь? Странно, это очень странно. Это очень странно, да. Да, прикольно, но не знаю, что означает. Что-нибудь слышали о квадроберах? Нет, врать не буду. Да? А что, на ваш взгляд, это такое? Ну, что-то летающее. Это дети, которые они переодеваются в животных и прыгают, бегают. Ага, Это увлечение такое. А вы как к ним относитесь? Ну, если без
Но если просто как игры, то хорошо. Но потому что они иногда могут причинить кому-то вред какой-то. А вы как родитель, как к этому относитесь? Ну, не особо хорошо. Почему? Да. Ну, непонятно мне это. Незнакомо. Да, незнакомо. Эти люди, перевоплощающиеся на животных, Ага, а вы как к ним относитесь? нейтрально. Как видим, пока до Якутии модное течение еще не добралось, но из соцсетей многие уже наслышаны о нем. То, что некоторые подростки сильно вживаются в роль, записываясь на прием к ветеринару или просят выгуливать их на поводке, специалисты связывают с психологическими и социальными проблемами и просят родителей быть более внимательными к своим детям. И, похоже, это мнение разделяют депутаты, разработавшие законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. И далее давайте узнаем мнение психолога на этот счет. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Степанида Стручкова. Степанида Ивановна, доброе утро. Здравствуйте. Конечно, первый вопрос будет, наверное, логичным, да? Почему сегодня у детей появилась такая потребность перевоплощаться в животное и имитировать их жизнь? Ну, тут стоит отметить несколько пунктов. Во-первых, это тренд, как бы веяние. Всегда дети пытались отождествлять себя с какими-то, не животными, да, в данном случае. Раньше были и готы, эмо, да, там какие-то. Но если и помладше дети, они пытались себя отождествлять с разными персонажами мультиков, да, Спайдермен, там еще какие-то кто-то, да. Во-вторых, можно отметить обязательно социальные сети, веяние социальных сетей, да, потому что это модно, красивая картинка. Я сама видела какие-то видео монтируют, там прыгают, это очень красиво выглядит, можно так сказать, да, дети все равно на это ведутся. Ну и, конечно же, стоит отметить, что, скорее всего, возможно, у многих детей есть вытесненные эмоции, чувства, да, потому что когда я превращаюсь в некоего персонажа, в данном случае животное, да, какое-то животное, я могу выразить себя в этом образе, сделать то, что я не могу сделать в своей какой-то реальной жизни, да, что-то, может быть, запрещается обществом, семьей, например, да. Но в просторах СМИ мы знаем случаи, когда дети иногда проявляют агрессию, перевоплощаясь в этот образ. Это уже опасно, и стоит ли на это обращать прям яркое внимание? Ну да, я слышала про такие случаи, когда прыгают на прохожих, да, но тут, наверное, скорее можно говорить о воспитании, о культуре, да, детей, воспитании именно, из семьи, которая идет, потому что насколько все это дозволено, да, как я могу вести себя в обществе. То есть тут нужно говорить о именно взаимоотношениях их родителей, да, как они смотрят на это. Конечно же, если кто-то нападает на тебя, да, это опасно. Поэтому тут нужно говорить о понимании детей, о личных границах, как своих, так и других людей. То есть, в принципе, если ребенок увлекается такой субкультурой, но не нарушает, да, какие-то правила поведения, то, в принципе, это нормально. Ну, если это никому не мешает, да, допустим, это в основном происходит все-таки в больших городах, да, в Якутске я такого сама не видела, сама не слышала. Они, как я понимаю, они собираются в парках, скверах и занимаются, у них есть какое-то увлечение, да, свои, они какие-то тренировки делают, собираются именно в группе, с детьми, у которых есть тоже такие увлечения, да, например, как хобби. Если они сами себе занимаются, почему бы нет? Но если они уже ведут какое-то асоциальное поведение у них, да, например, они на поводке ходят некоторые, да, прыгают на других, кусаются, но это уже тоже можно говорить о ненормальности поведения. Но в этот же момент некоторые дети, которые увлекаются, да, квадробингом, говорят о том, что это спорт. Ну да, тут же нужно исходить из того, что когда это началось, да, с кого. Я когда готовилась перед эфиром, прочитала, да, что началось все неофициально, да, началось с японца, я не помню его имя. Он начал заниматься
квадробингом, не квадробингом, а называют квадробикой. Вот, как бы квадро 4 и бика это как движение, да, как аэробика. Вот. И он вот поставил какой-то там рекорд, но тем не менее в Японии его поведение посчитали асоциальным, он за это был привлечен к ответственности, потому что ну, как бы, все люди ходят на 2 ногах, а он на 4 передвигается, да, тоже как бы ненормально. Вот. Поэтому тут нужно говорить именно, насколько я себя вижу в образе в кого-то и как я отождествляю себя именно в обществе, потому что все-таки человек это социальное существо, да. Но тогда вы с точки зрения вот, вашей профессиональной деятельности поддерживаете инициативу депутатов Госдумы вообще о запрете квадробинга? Да, тут нужно смотреть, да, я как бы не прямо там ярый того, что противник или за, например, да, тут все-таки нужно смотреть про адекватность, потому что если смотреть именно как движение квадроберов, то у нас, в принципе, давно и были другие движения, готы, да, там как бы в свое время какие-то возникают тренды, да. Вот в квадроберстве, мне кажется, все через пару лет уже уляжется, потому что это как модно все-таки, да. Поэтому то, что вот Госдума выступает в таком виде, да, ну, там, наверное, специалисты все-таки лучше смотрят в плане, все равно же они изучают, да, вот социум, потом они, наверное, не прямо будут квадроберство запрещать, да, а само какое-то деструктивное поведение вообще человека, да, вот детей, веяние вот какой-то моды, потому что все-таки много вещей приходит нам из Запада, ну, как бы западное какое-то веяние, и, конечно, вот, возможно, они хотят как-то защитить вот именно детей, воспитание детей, влияние вот западной культуры. Степанида Ивановна, а при упоминании квадроберов можно ли говорить о каких-то патологиях либо каких-то определенных отклонениях в развитии своего ребенка? Ну, если мы говорим о детях, да, то есть не подростках, а о детях пока, да, то это, в принципе, нормально. То есть ребенок хочет показать себя в каком-то свете, что-то вот взять из образа животного, например, да, какие-то повадки. То есть это его проявление, его также, опять же, повторюсь, его эмоций, чувств, которых подавлено, возможно. Поэтому если вот, нужно смотреть, да, вот если ребенок хочет быть квадробером, то нужно с ним поговорить, узнать. Вот, а что вот тебе нравится, например, да? Это про детей мы говорим. Да, про детей. А если подростки? Подростки тут уже, ну, чуть-чуть уже не то чтобы сложнее, да, тут тоже надо смотреть, в каком виде проявляется у них это, да. Если просто там одел, там, костюмчик, просто сходил в школу, например, ну, почему бы нет, допустим, да, но если уже какое-то асоциальное поведение, это бросаться на других людей, да, то это уже нужно корректировать само поведение, работать с этим подростком. Также я хотела бы отметить про взрослых людей, потому что в интернете я видела, что этим занимаются тоже взрослые. И это уже не норма. Но это уже не нормально, потому что все-таки взрослый человек должен себя видеть в обществе, да, вот что можно, что нельзя, потому что у детей и подростков все-таки психика пока не устоявшаяся получается. Ну а какой совет можно дать родителям, у которых дети либо уже увлеченно занимаются квадробингом, либо вот очень сильно хотят и говорят: мама, можно? Ну, я всегда за то, чтобы быть со своим ребенком во взаимодействии, потому что нельзя тут сразу говорить: нет, фу, это как бы плохо, да, например. Или нельзя вот сразу пускать на самотек. Да, конечно, становись, и как бы ты не знаешь, как родитель, как это повлияет на твоего ребенка, да, поэтому я предлагаю все-таки найти общий контакт со своим ребенком, узнать, вот, что именно он хочет от этого, что ему нравится, а ты вот знаешь, например, что это может быть небезопасно, вот что есть другие люди, которые думают про это, да, например, прохожие, например, им может не понравиться, потому что в интернете я видела, что, ну, некоторые прохожие агрессивно реагируют на таких детей, да, тоже как бы были случаи нападения, наоборот, на квадроберов, да, вот вроде квадроберы там просто сами себе занимаются, и тут прохожий проходит, ну, как бы ему не понравилось, может накинуться на детей, такие случаи тоже бывают. То есть тут нужно объяснять все именно подходы, все вот воздействия на этого ребенка, да, то есть, может быть,
не обязательно то, что он будет общественно опасным для прохожих, а именно прохожие тоже могут быть опасны. Поэтому тут про безопасность тоже необходимо объяснить. Мгм. Ну а если все-таки ребенок воспринимает это движение как проявление себя или раскрытие каких-то своих, ну, может быть, навыков, может быть, каких-то качеств, то родитель должен поддержать эту идею? Ну, сначала нужно обсудить, да. Поддержать именно возможность создать какое-то вот безопасное место, например, где ты будешь заниматься. Потому что, почему я говорю про большие города, да? Потому что в Якутске все-таки это можно делать только там, ну, максимум полгода, да, вот весной, летом и осенью. А зимой ты все равно на улице так, как бы, выводиться на ошейниках не будешь, да? То есть это говорится, это все равно внутри помещения, где это можно делать, да? Ну, мне кажется, сугубо мое личное мнение, что в Якутске, ну, это не так много будет проявлено, все-таки это мы говорим больше о больших городах. Мгм. Ну, то есть самое главное говорить с ребенком, зачем ему надо, почему, прислушиваться к нему, да? Объяснять, Ну и, да. собственно, как-то обезопасить его, да, Да. в проявлении своих каких-то таких моментов. Да. Ну и это все, надеемся, временно, а Временно, соответственно, да. это все пройдет, появится другое какое-то Да, обязательно появится. движение, время не стоит на месте, да, ну и, собственно, поэтому просто надо ждать, пока этот, так сказать, бум пройдет. Да, успокоиться, да. Мгм. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам прекрасного утра и хорошего рабочего дня. Спасибо. Тем временем мы вновь готовы узнать, какие же новости произошли на территории республики и за ее пределами. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. Россия и КНР могут увеличить срок поездок без виз для туристов до 21 дня. С августа 2023 года китайские граждане могут воспользоваться единой электронной визой, которая дает право пребывать на территории России в течение 16 суток. В настоящее время по линии Минэкономразвития России с китайскими партнерами прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы до 3 человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 21 календарного дня. Министерство транспорта поддерживает инициативу РЖД по индексации грузовых тарифов. Размер индексации пока обсуждается, сообщил в Госдуме руководитель министерства Роман Старовойт. По прогнозу социально-экономического развития на 25-27 годы базовая индексация грузовых ЖД тарифов с 1 января 2025 года может составить 13,8%. Прогнозные базовые параметры индексации грузового ЖД тарифа с 1 января 2026 года составляют 8,5%. С 1 января 2027 года 6,1%. Курсирует сюда на воздушных подушках из Якутска в Нижний Бестях. Стоимость проезда 2000 рублей. Об этом сообщает Ленаводсервис. Суда будут работать ежедневно с 7 до 18 часов. Всего их будет 20. Место отправления – причал Намыв из 204-го микрорайона в Якутске. Напомним, при ухудшении обстановки на реке, когда требуется пересадка на аэроботы, стоимость проезда увеличится до 4000 рублей. С 21 октября по 19 ноября в Мирном пройдет прием заявок в программу поддержки местных инициатив. 3 мирнинские управляющие компании уже подготовили проекты. В рамках программы благоустраивают детские площадки и дворы. Всего же с 2018 года в Мирном уже реализовали 19 проектов развития общественной инфраструктуры. В прошлом году по проекту обустроили детскую площадку, сквер и двор. Их обновили в поселке Газовики на шоссе 50 лет октября и улице Павлова. Каждый объект финансировали республика, город и местные жители. Сейчас у нас пройдет онлайн-голосование, итоговое голосование, и все заявки направятся на конкурс в республику. Потом у нас будет заседание комиссии, и в начале года, 25-го, будут уже итоги конкурса. Основной период ОГЭ в следующем году планируют провести с 21 мая по 2 июля. Резервные дни намечены на 26-28 июня, а также 30 июня и 2 июля. Согласно проекту, 21 и 22 мая запланировано проведение экзаменов по иностранным языкам. ОГЭ по русскому пройдет 9 июня, по математике 3 июня, истории 29 мая, по литературе 16 июня. Экзамен по биологии планируют провести
26 мая и 16 июня. По информатике 26 мая, 6 июня и 16 июня. Обществознанию 26 мая и 6 июня. Химии 26 мая и 29 мая. Географии 29 мая и 6 июня. Физика пройдет 29 мая и 16 июня. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Сегодня понедельник, и многие из нас уже спланировали свои дела. А вот кто-то еще нет. Как начать рабочую неделю? Какие возможности и события могут переправить вашу жизнь в правильное русло? Как провести эту неделю, чтобы все получалось как можно быстрее и проще, а усилия приносили максимум результата? Овен. Личная жизнь у овнов будет интересной. Они будут знакомиться, будут ходить на свидания. Также они не забудут о себе. Ребята будут заниматься здоровьем, будут тренироваться, будут изучать вопросы правильного питания, будут следовать указаниям специалистов. Но на первый план выйдет профессиональная сфера. Овнам будут поступать интересные предложения, над которыми нужно будет подумать. Быстрые решения порой потребуется принимать, но в этом случае нужно прислушиваться к интуиции. Она подскажет, за кем из партнеров можно идти. Телец. Чего-то нового тельцам не светит, но это будет даже к лучшему. Скучать на протяжении недели ребятам не придется, потому что они будут загружены давними проектами и делами. Их они завершат к середине недели, после чего станут несколько свободнее. Им следует пару дней насладиться результатами своих стараний. С деньгами все будет хорошо, никаких неожиданных трат не возникнет. В конце недели тельцам нужно будет позаботиться о себе, о своем здоровье. Не помешайте с близкими провести время, поговорить на какие-то общие темы. Близнецы. На работе близнецы будут активными. Они будут заниматься проектами, будут показывать свои навыки. При этом им следует не забывать подключать коллег, предлагать им разделить обязанности. Так ребята знака сделают первый шаг к созданию своей команды. Домашний и любимый человек могут сделать близнецам сюрпризы, и это им поднимет настроение, подарит энергию. Во второй половине недели нужно заняться творчеством. Успехами в нем получится привлечь внимание новых людей, завязать полезные знакомства. Рак. Дел будет довольно много, но ракам не стоит в них растворяться, хоть и игнорировать их не получится. Необходимо будет четко следовать составленному расписанию, работать строго определенное количество часов. Остальное время нужно будет посвятить саморазвитию. Если пробовать новые виды творчества или изучать какую-то профессию, можно открыть у себя удивительные способности. При такой активности раки не должны забывать о семье. С близкими им необходимо оставаться честными и открытыми, чтобы укрепить отношения. Лев. Продуктивность будет на высоте на грядущей неделе. Львы будут готовы браться за все, что стоит на повестке. Им хватит энергии, чтобы разгрести массу дел, довести все начинания до конца. На работе получится стать не просто успешными, доказать себе что-то. Даже руководство заметит успехи, поспешит о них сказать вслух, а также наградить ребят знака за старание и результат. Личная жизнь будет кипеть, будут новые знакомства, романы. О себе львам не стоит забывать за таким обилием событий. Необходимо правильно питаться, принимать другие меры для поддержания хорошего самочувствия. Девы. Организованность дев сыграет им на руку. Удастся все спланировать грамотно, распределить имеющиеся ресурсы. После этого не составит труда добиться поставленных целей. С деньгами тоже все будет гладко. Все финансовые вопросы будут решаться легко. Дополнительные источники дохода найдут сами по себе. Во второй половине недели девам нужно будет заняться творчеством, чтобы разрядиться эмоционально. Также потребуется пообщаться с близкими, наладить отношения. Для этого нужно будет проявить терпение во время разговоров. Весы. Ответственным будет период. Весы должны будут принять важные решения, которые касаются профессиональной сферы. От него будет зависеть то, как будет строиться карьера, как будут строиться отношения с начальством и коллегами. В середине периода могут быть предложены какие-то креативные проекты. За них нужно браться, потому что идей для их завершения будет достаточно. Избранникам нужно оставаться честными и искренними. Скрывать от него не нужно ничего, чтобы не обидеть любимого. Для своего благополучия, здоровья весам придется постараться. Они могут заняться йогой, начать медитировать, чтобы поддерживать внутренний баланс. Скорпион. Оставаться на месте скорпионы больше не могут. Ими не придется этого делать, потому что неделя обещает им личностный рост. Удастся преодолеть преграду и реализовать какие-то личные проекты. После этого социальная сфера устроится сама по себе. Появятся новые знакомые, старые друзья станут чаще звонить. Словом, ребята знака окажутся в центре внимания, что им будет приятно. На работе скорпионы тоже станут востребованными. Коллеги начнут к ним тянуться, будут стараться стать членами их команды.
Стрелец. Возможностей будет больше, чем обычно. Стрельцы уже с самого начала недели станут получать какие-то заманчивые предложения. Вероятно, они даже в поездку куда-то отправятся, проведут хорошо время в необычной обстановке. В середине периода будут получены новости, которые давно ожидались. Потребуется взять на себя ответственность за близких, они растеряются, будут просить о помощи. Ее стрельцы будут в состоянии оказать. В выходные дни нужно провести активно, попробовать заняться спортом. Так удастся вернуть мышцам тонус и силу. Козерог. Благоприятным будет наступающий период. На работе козероги получат признание, коллеги отметят, что ребята старались, что они сделали много для реализации задуманного. За этой славой нельзя забывать про друзей и членов семьи. С ними необходимо провести время, поделиться новостями. Порадует козерогов и финансовая сфера. Они смогут не только хорошо заработать, но и удачно инвестировать средства. Водолей. Креативность пригодится водолеям. Перед ними будут стоять необычные задачи, с которыми только творческий подход поможет справиться. Его люди знака задействуют, за счет чего окажутся на вершине успеха. На работе могут появиться новые обязанности, которые нужно принять на себя, не сопротивляясь этому. В отношениях с партнером могут появиться неприятные моменты. Чтобы их быстрее устранить, необходимо вести диалог, объясняться с избранником. Тогда обиды быстро уйдут. В выходные дни водолеям нужно отдохнуть, в чем им поможет пребывание на свежем воздухе. Рыбы. Что-то поменять в жизни появится потребность у рыб. Они могут ее удовлетворить, но забегать вперед им не нужно. Начать следует с анализа происходящего, с переосмысления собственных ценностей. Только после этого можно принимать какие-то решения. В работе не стоит озвучивать свои выводы. Вероятно, что их придется пересмотреть в конце недели из-за вновь открывшихся деталей и нюансов. Дома рыбам необходимо проявить мягкость, быть понимающими. Тогда отношения с семьей у них наладятся. Конфликты на ровном месте перестанут возникать. Таким было утро понедельника. Мы желаем всем нашим дорогим телезрителям прекрасного настроения, хорошего, продуктивного рабочего дня. Но и мы не прощаемся. Увидимся уже завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Всем доброго утра!